сотрудник госавтоинспекции, он профессионал с большой буквой. Потому что, неся службу на автодорогах нашей страны, они сталкиваются не только с преступниками, не только с нарушителями, они сталкиваются и, то есть, оказывают и медицинскую помощь, и техническую помощь, и, значит, они любую помощь оказывают, то есть они профессионалы очень высокого уровня. Вот, я, отслужив очень большое время в госавтоинспекции, чисто в госавтоинспекции я отслужил больше 18 лет. Вот. Знаю изнутри, потому что особенно в зимнее время, особенно когда вот непогода, а летний период, особенно когда активизируется перевозка детей, летний период, практически для сотрудников госавтоинспекции нет выходных. Они мимо ни одного автолюбителя не проезжают, который сломался и который выставил аварийный знак. Я уже не говорю про пассажирские перевозки, а про детские перевозки тут даже вообще не обсуждается. Они мимо ни одного, значит, участника дорожного движения не проезжают, не остановившись, не узнав, если есть необходимая помощь. Пока помощь не окажут, они дальше никуда не едут. Эти люди – это люди, которые помогают другим, помогают не попадать в аварии, в другие происшествия, помогают им. Они патриоты, они защищают свою родину, на которой они родились, и они могут рискнуть собой, чтобы на земле, чтобы все были как бы счастливы и было как можно меньше происшествий на дорогах. Вот взять, допустим, в Уфе, в городе, зима ли, осень, дожди, жара. Кого увидите сразу на дороге утром? Работника дорожно-патрульной службы. Ни участкового, ни патрульно-постовой службы, ни следователей тем более. Только ДПС. Они первыми начинают встречаться с участниками движения, и они заканчивают свой рабочий период, день, тоже со встречи с участниками дорожного движения. Это и пешеходы, это и дети, велосипедисты, это и водительский состав. Все. Вся встреча происходит между этими людьми. Я поэтому всегда говорил, запомните, ребята, на вас вы смотрите двумя глазами, а на вас смотрят тысячи глаз. Я считаю, что сотрудник ДПС, он должен быть многогранным человеком, и непосредственно при общении с гражданами надо уже видеть, с кем ты общаешься. Если это заядлый нарушитель, естественно, ему снисхождение к нему применять не нужно. Его нужно наказывать как можно строже. А если человек впервые совершил незначительное правонарушение, я думаю, особого смысла наказывать его нет, можно отделаться предупреждением. Но опять же, все это согласно КоАП. Если по определенной статье предусмотрено наказание в виде предупреждения, тогда мы применяем это. Если же предусмотрена санкция в виде штрафа или, например, за строгие правонарушения, лишение права управления транспортным средством, тогда уже, естественно, все в рамках закона. По моему мнению, неравнодушие сотрудника полиции проявляется в том, что лично я считаю, что моей основной задачей является помочь водителю найти себя на дороге. И заставить соблюдать правила дорожного движения я его не могу, но направить его и предостеречь я обязан, и этим и занимаюсь в своей повседневной деятельности. Ежедневно сотрудники ГИБДД выходят на наши дороги, чтобы попытаться предотвратить все те аварии, которые происходят на улицах. Ведя эту работу, мы в компании ОСАГО-24 не отстаем и стараемся предотвратить тяжелые последствия таких аварий. Ведь ДТП может случиться с каждым, и для многих суммы за ремонт автомобиля могут быть неподъемными. Именно поэтому и мы, и сотрудники госавтоинспекции настаиваем на наличии ОСАГО у каждого. Работа сотрудника госавтоинспекции – это бесконечная гонка со временем, и мы по мере сил стараемся дать им больше времени на реально важные вещи. С помощью Европротокола мы разгружаем экипажи и даем им возможность быть там, где они нужнее. Сегодня мы хотим поздравить этих мужественных людей с их профессиональным праздником и пожелать им удачи на дороге, поменьше работы и крепкого здоровья. Я хочу сотрудникам госавтоинспекции, нашим ветеранам желать здоровья, успеха, чтобы
каждый сотрудник госавтоинспекции, который, выходя на линию, на дороге, так скажем, всегда понимал свою задачу, свою помощь участникам дорожного движения. А ветераны всегда гордились то, что стало ДТП меньше, что стало отношение сотрудников госавтоинспекции к участникам дорожного движения такое, чтобы не было вот этих анекдотов, наверное, вот это в жизни, как бы, куда ни приходишь, какую вот, даже на любой вечер приходишь, обязательно, если сотрудник ГИБДД есть, обязательно все переходят на тему госавтоинспекции. Да, это очень, может, и положительно, и очень приятно, когда все помнят, чтят сотрудников госавтоинспекции. Но чтобы всегда были положительные эмоции, а не так, когда сотрудник что-то делает там неправильное. Вот эти, чтобы эмоции были в прошлом, вот я всегда желаю вот этому. И самое главное, чтобы всем хотелось идти на работу и делать благое дело. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в автосилу, и выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, Автосила Уфа. Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06.